5-й летней спартакиады молодежи России. У нас вот под сводами Дворца спорта 50 лет Победы разыгрываются путевки. Ну, вернее, путевка, да. Победитель у нас отправится в финал спартакиады, который у нас состоится летом в Казани. Ну, как мы уже анонсировали, дорогие друзья, сегодня играют Якутия и Бурятия, и за этим матчем будем наблюдать вместе с вами мы. Я Власий Сергеев, а также Янис Ефимов, исполняющий обязанности председателя Федерации волейбола Республики Саха-Якутия. Ну что ж, друзья, команда уже на площадке. Приступим к составам играющих команд. Ну, начнем с гостей, да? У нас команда Бурятии. Номер 1 Александр Седунов, 2 Вадим Чернояров, 3 Виктор Аносов, 4 Дамдин Базарханов, 5 Боярто Бадараев, 6 Кирилл Зайцев, 7 Денис Стуков, 8 Пурбо Ринчинов, 10 Святослав Давыдов, 11 Аюр Буянтуев и 12 номер Александр Курдин, главный тренер команды Бато Сухеев. Ну и команда хозяев соревнований, сборная команда Республики Саха-Якутия. Номер 1 Иван Потапов, капитан команды, 2 Сергей Галоков, 3 Максим Феоктистов, 4 Богдан Мальцев, 5 Денис Осетров, 6 Данил Лисачев, 8 Айтал Брызгалов, 9 Андриан Григорьев, 10 Игорь Акаемов, 11 Михаил Мярикянов и 12 номер Данил Вахидов и 17 номер Евгений Баишев, главный тренер команды Айсен Жирготов. Ну что ж, представили мы команды, представились сами, и все готово для начала этой игры. На этих состязаниях, дорогие друзья, у нас выступают 6 команд из различных субъектов нашей страны, Дальнего Востока. И игра у нас, выявление сильнейших, идет по круговой системе. То есть каждый играет с каждым. И завтра у нас будет заключительный соревновательный день, в рамках которого мы также посмотрим еще одну игру сборной команды Якутии. У нас, если меня память не изменяет, завтра команда встретится с Хабаровским краем. Фаворитом данных соревнований является команда Хабаровского края. Ну и сегодня тоже нас ждет очень интересное противостояние. Вот видим, как спортсмены настраиваются. Но я думаю, вы все уже поняли прекрасно, дорогие друзья, то, что у нас сборная Бурятии играет в синей форме. Соответственно, в белой форме у нас играет команда Якутии. Ну и так, дорогие друзья, проходит у нас соревнования без зрителей. Знаем то, что вот эпидемиологическая обстановка у нас усложнилась, и сейчас приостановлены все соревнования, кроме тех состязаний, которые есть в календарном плане Министерства по физической культуре и спорту. Ну и данные всероссийские соревнования, конечно же, входят в этот план. На следующих выходных у нас также будет международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева. И там также трибуны будут закрыты. Ну и, конечно, для вас мы будем проводить прямую трансляцию. Ну, обо всем по порядку. Сейчас все внимание на площадку. И на подаче у нас Аюр Буянтуев. Есть прием, смотрим. Скидка не прошла. Иван Мальцев атакует. И Богдан Мальцев атакует. Да. Хорошо блок работает в Бурятии. И я думаю, даже вот по телевизионной картинке, да, даже на общем плане, наверное, видно, что очень рослая команда у бурятов. Да, высоченный блок. Ребята, самый маленький игрок — это 1,85 м. Имеется в виду, кроме либера. Да, тут есть ребята даже вот с ростом 206-204. Первое очко. Свой актив записывает команда Якутии. Выигрывает очко Вахитов Данил. Пробил двойной блок. Седунов в атаке. Богдан Мальцев атакует.
От блока в аут. 2-1 впереди Якутия. Да, команда Бурятии очень силовая команда. Агрессивная атака. Особенно вот, видите, это доказывает Федунов Александр. В хорошем прыжке по диагонали, обводя блок, попадает в площадку, в пятую зону. 2-2. Так, равный счет. Не самая, конечно, опасная атака получилась в этом эпизоде. Ошибаются буряты. 3-2. Ошибается Базарханов Дамдин при передаче своему доигровщику. А на подаче Богдан Мальцев. Есть прием и скидка хорошая проходит. Не успевает либеро команды Республики Саха-Якутия на данную скидку. Счет становится равным. Это был Александр. Скидывал мяч в свободную зону. Есть прием. Хорошая, динамичная такая атака получилась. Но, конечно, завершающее действие получилось не совсем таким точным, как хотелось бы. Да, ошибся Максим Феоктистов, нападая первым темпом. Здорово! Данил Бахитов. Да, тоже выделяется в составе сборной команды Республика Саха-Якутия. При хорошей передаче по высоте пробивает двойной блок, над блоком бьет, резко снимает мяч над сеткой. Да, ошибаются ребята. Но тут обмен любезностями, да? Ошибкой на ошибку ответили. Да. Неудачный прием, и тут... Да, ну вы сами все видите прекрасно, дорогие друзья. Что касается, да, вот матчей, да, команды Якутии, то это уже 4-я по счету игра на этом турнире для подопечного Айсена Жерготова. В первой игре якутяне со счетом, ну, в 3 партиях обыграли Еврейскую автономную область. Затем таким же счетом проиграли команде Приморского края. И также со счетом 3-0 победили Амурскую область. Ну и вот сейчас игра с Бурятией. 6-4 впереди гости. Сокращают отставание. Якутяне 5-6. Потапов Иван в стиле Сергея Гранкина скидывает мяч на сторону соперника. Выигрывает 5-е очко. Да, застал врасплох. Максим Феоктистов на подаче. Хорошая подача. Да, блокирует Курдин Александра. 6-6. А тут, да, блок, а затем Аюр Буянтуев не лучшим образом сыграл. Еще одна подача Феоктистова. Да, здорово. Исполнение Феоктистова. Остались без нападения игроки бурятской команды. Еще не все потеряно. Рано радоваться. Да, просто переводит буряты мяч в зону якутян. И еще одна неточная. Неточное действие. Да, резко сбрасывает Денис Осетров. Он, кстати, вышел сегодня в основном составе первый раз. Заменил Андриана Григорьева. То есть в зоне центрального блокирующего. Касание сетки. «7-7». Ну, до этой встречи, да, мы транслировали матч между Приморским краем и Еврейской автономной областью. Тут в этой игре Приморский край в 3 партиях обыграл своих соперников. По диагонали атаковал тем временем Данил Бахитов. Не точно. 8-7. Александр Кудрин будет подавать. Есть прием. Смотрим. От блока в аут. Отправляет мяч Сергей Галоков. Быстро разыграли комбинацию. Не успел блок.
Ошибка при подаче. Да, нашим ребятам надо минимизировать ошибки, особенно на подаче. На ваших телеэкранах Денис Стуков. Хороший прием от либера. Остается мяч в игре. Но тут без атаки, конечно, будут переводить. Надо разыграть хорошо. И от блока. Здорово. По 9. Пока справляется со своим амплуа Денис Осетров. Уже пару мячей принес в копилку своей команды, играя первым темпом. Иван Потапов на подаче, капитан команды. А тут вновь без атаки будут действовать буряты. И сейчас нужно свою атаку проводить. Поспешил под мяч Вакитов Денис. Ждал, видать, укороченную за спину. Но самое главное то, что вовремя разобрался и не ошибся. Смотрим. Есть прием. Что придумают буряты? Седунов Александр. Да, очень высоко тоже имеет высокий прыжок. Очень высоко хватает мяч. Александр Седунов. На подаче Аюр Буянтуев. Хороший прием от Голокова. Да, ошибается Мальцев Богдан. Не хватило высоты съема. 11-10. Да, еще одно очко. На свой счет записывает команда Бурятии. Смотрим на повторе. Да, неудобный мяч для Вакитова Данила. Желательно ему, конечно, пасовать ближе к сетке. Справляется. Обыграл двойной блок. — 11-12. Блок на месте. А тут вынуждены просто перевести мяч. Да. Ну, да. Это Дамдин Базарханов, дорогие друзья. Оставили брешь ребята в двойном блоке. Это один из самых рослых игроков сборной команды Бурятии, да и всех соревнований, да, 204. Да, высокорослый игрок. Здорово! Данил Вахитов. Хорошая комбинация в исполнении Вахитова Данила. Это наш самый рослый игрок. Данил Вахитов. И на подаче Богдан Мальцев. По Так, пальцам да. прошел сюда Седунов Александр. Если даже это мы могли не видеть, да, с общего плана, но по звуку это было ясно. Александр Седунов подавал. Низко, да, для Вахитова этот мяч. +3 у бурятов, и сейчас Айсен Жирготов берет тайм-аут. Может, кто еще не понял, да, дорогие друзья, у нас соревнования-то идут среди молодежных команд. Давайте попробуем, да, послушать. Давай. Ну тут да. Саня, молодец. Высоту не теряй. Не давите. Саня, сильно вниз хочешь. Все, понял, да? Увидели мы в деле, да, Айсена Жирготова и Батоса Хеева. Тренеры дали установки от своим подопечным. Игра сейчас возобновится при счете 15-12 в пользу Бурятии.
Сейчас, да, надо сниматься вот с этой подачи. Да. Как бы ни старался Богдан Мальцев, с этим мячом совладать ему не получилось. Обидная ошибка. Да, и плюс 4 уже у бурятов. Ошибается Александр Седунов. Ну что ж, мяч переходит к нашей команде 13-16. У Вахитова Данила, если подача полетит, то вот тоже очень хорошая подача. К сожалению, ошибается. Да, и счет становится 17-13. Дамдин Базарханов на ваших телеэкранах, капитан команды. Рослый, высокий игрок, 204 сантиметра. Ну как же тут, да, не доглядели. Да, здесь иногда бывает, когда выставляют высокий блок, а съем ниже блока, и мяч перелетает накатом, и игроки не видят. Резко появляется из-за блока мяч, не успевают. Надо доигрывать. Да, 18-14. 4 очка преимущества у сборной команды Бурятии. Смотрим на повторе. Но тут блок, конечно, очень хорошо. Да, конечно. Своевременно выпрыгнул. Надо было подключать Голокова Сергея. Не самый лучший прием. Но тем не менее. 15-18. Итак, на подаче Сергей Голоков. Ну что ж такое, да, на подаче. Ошибаемся в очередной раз. И 19-15. Подавать у нас идет Денис Стуков. Да, не лучший прием. И, конечно, тут сразу наказывают. Высокорослый Буянтуев Аюр не оставляет шансов. Сразу две замены у нас прошли в составе сборной команды Якутии. Михаил Мяриканов у нас появился. Доигровщик и связующий. Так, есть прием. Вот тут неудобная, конечно, передача была. Неточная передача, да. Ну, сработал тройной блок. 16-20. Так, и Айсен Жиркотов проводит обратную замену. Возвращается на площадку Иван Потапов и Данил Вахитов. Иван Потапов сразу идет на подачу. Капитан сборной команды Якутии. Так, смотрим. Да, неточности тоже есть. Ошибается, да, связующий Ренчинов Курбо. — 17-20. Пробивает блок Седунов Александр. Не успели защитить ребята уходящий мяч оставить в игре. И счет уже 21-17. Аюр Буянтуев подает. Еще одно очко. Да, не сориентировались своевременно при таком сложном мяче. Пять очков преимущества у сборной команды Бурятии. Но тут, да, переводят. И посмотрим, что в свою очередь предложат буряты. В поле. Поверх высокого блока.
Пролетает мяч и попадает в край площадки. Да, еще один тайм-аут берет Айсен Жирготов. Нужно внести коррективы. Получили спортсмены наставления от своих тренеров. И сейчас, конечно, якутянам надо цепляться за эту партию. А Юра Буянтуев на подаче. Есть прием. Блок на месте у команды Бурятии. Рисковать надо. Вахитову Данилу бить и отведенные мячи. Да, скидка успешно проходит. И счет 24-17. Смотрим это в замедленном действии. Да, здорово. Сетбол у команды Бурятия. Вот такая же скидка, но мяч в игре. И есть, да, вот. Здорово, Данил Вахитов. Блогаут посылает мяч. Итак, 18-24 на подаче Денис Осетров. Смотрим. Да. И Мяч улетает в аут после защитных действий Голокова Сергея. со счетом 25-18 в первой партии победу празднуют представители Республики Бурятия. Хороший волейбол показали обе команды. Минимум ошибок, конечно, допустили игроки команды Бурятия. Но мы еще раз отметим, что это четвертая по счету игра якутян на этих соревнованиях. В активе подопечных СНС Жирготова 2 победы и 1 поражение. В стартовой игре якутяне со счетом в 3 партиях обыграли Еврейскую автономную область. Затем потерпели поражение с аналогичным счетом от Приморского края. Ну а затем была победа над Амурской областью со счетом 3-0. Ну и вот сейчас команда Бурятии противостоит якутянам. 1-0 после первой партии. Ну и команды уже готовы выйти на площадку. Это уже вторая игра, которую мы сегодня показываем в прямом эфире. Вторая и последняя на сегодняшний день. Завтра мы 14:30, дорогие друзья, начнем трансляцию заключительной игры этих соревнований. Подведем итоги. Завтра в 14:30 у нас на площадку выйдут сборные команды Якутии и Хабаровского края. Ну что ж, команды выходят на паркет Дворца спорта 50 лет Победы. Сейчас надо нашим ребятам очень внимательно отыграть именно на приеме, на доводке мяча. Потому что отведенные мячи будут очень сложно отыгрывать при двойном, тройном блоке, при высоком. Ну и, конечно, очень плотно работать с Седуновым Александром, основным забойщиком команды Бурятия. Да, Александр Седунов атаковал, если я правильно... Нет, Нет, это, да, Дамдин
Базарханов. Базарханов. Ну, он это сейчас просто так отработал в роли доигровщика, а так в основном играет со второй зоны. Да, справились с этой атакой. Тут переводить, конечно, будут просто так. И смотрим. Поднимает. Да, мяч в игре. Да. Хорошо отыграл. Здорово! Данил Вахитов. Вот только при такой игре есть возможность выиграть данную партию. Именно чисто бескомпромиссно, без скидок, при хорошей высоте съема. Ребята нападать умеют. Да, в поле. В поле попадает мяч. Два-один. И на подаче у нас Александр Седнов. Да, здорово. Разыгрался Михаил Мариканов со второй зоны. Но не успевал тут блок. Но тут скидка, да, проходит. Да, Курдин Александр очень зряче скидывает, обводит одиночный блок хорошо. 3-2 на подаче Дамдин Базарханов. Ну тут да. Данил Лисачев не справился. Четыре-два. Продолжает подавать Дамдин Базарханов. Хороший прием. Здорово! Блокаут. Вахитов Данил. Скидка. Аут. Стуков Денис ошибается. Данил Вахитов, к сожалению, ошибается при подаче. 5-4. Не летит сегодня у него подача. Что и в первой партии, что и в начале второй. Прием. К сожалению, мяч улетел в аут после хорошего нападения Головкова Сергея. Ну, а вновь в аут. Так, 6-4. Да. Тут, конечно, С опозданием отреагировал, да, на этот мяч Иван Потапов. три очка преимущества у команды Бурятии. Было бы здорово снять эту подачу. Хорошо в этом эпизоде. С задачей справились. Сейчас не надо далеко отпускать в счете. Максим Феоктистов. Да, очень быстро, четко разыграли. Смотрим в замедленном действии. Чуть не хватило высоты для постановки блока. Да, Блок в аут. с одним блоком справляется Потапов Иван.
что ж, 2 очка, 2 очка. Отставание нужно сокращать. Да, тонко хотел сыграть Порборинчинов. Но, как известно, где тонко, там и рвется. Прошивает блок. Да, Седунов Александр, да, очень сильное нападение, поэтому жестко надо держать руки блокирующим. А так бесполезно. Пробивает, либо пробивает, либо бьет по пальцам. Поле. Да. Александр Седунов. С четверки по четвертую зону переводит мяч. Да. 11-7. 4 очка преимущества у команды Бурятии. И тайм-аут берет Айсен Жирготов. Ну что ж, тренеры внесли корректировки, дали указания своим подопечным, и игра возобновляется при счете 11-7 в пользу команды Бурятии. На подаче у нас все еще Аюр Буянтуев. Тоже рослый такой парень, 197 рост. Да и в целом очень рослая команда у Бурятии. Мы уже говорили о том, что, да, вот, например, 4-й номер Дамдин Базарханов 204. Виктор Аносов по 3-м номерам 206. Ну и остальные ребята тоже 194, 197. Ну, в том числе Аюр Буянтуев, 197 у него рост. Да. Перехитрил блок Седунов Александр. Да, надо сейчас как-то совладать с нервами, успокоиться и нащупать, да, свою игру. Ошибается при подаче Аюр Буянтуев. Да. Вчера тоже команда Бурятии была очень напряженная, нервная игра с командой Приморского края, в которой команда Бурятии выиграла со счетом 3-2. Можно играть с этой командой. Главное, минимизировать ошибки свои. Иван Потапов подает. Блок на месте. Скидка. Заставили ошибиться блок команды Бурятия, игроки Республики Саха-Якутия, и выиграли 10-е очко. Да, потихоньку сокращает отставание в счете якутяне. Оставлять мяч, рисковать. Да, Здорово! рисковал Лакитов Даниил. Ну да, рискнул и угадал. 11-13. Хорош. Да, хорошая подача получилась. Вынуждены переводить Сейчас, мяч. Да, надо выигрывать это брейковое очко. Что и Здорово! делает
Лазутов Данил. 12-13. Так, и в свою очередь уже Бато Сухиев, главный тренер команды Бурятии, берет тайм-аут. Никто не включается в игру, блин. Вы просто стоите, ничего не делаете. А ты что, как принимаешься? Назад падаешь вот так, блин. Руки вытяни, в руки летит, в руки поставь, мячик вверх опустить. А ты мячик не принял, все, давай. Зачем взлет за головой даешь, если плохой пас? Дай над собой, все. Ну, Бато Сухиев взбодрил, да, свою команду, говорит о том, что просто стоите. Да, очень в тайм-аутах очень интенсивно руководит своей командой. Молодец. Хорошая подача. Без ошибок. Здорово. Мы смотрим на повторе, но тут Денис, да, вот обыграл. Да. Грамотная постановка блока. По 13. Равенство в счете. А тогда уже не разобрались. Друг другу помешали буряты. И вперед выходит команда Якутии. Очень правильно сейчас подает Иван Павлов. Именно в либеро. В либеро у них в приеме это, я так заметил, слабое звено в приеме. Еще раз. Вновь туда же, да. Говорил, да. Иван Потапов. Видать, установка тренера подавать именно на 5-го номера. Ну, 15-13. Ну что, Иван опять на либера. Искал либера. Но ошибся. Но сейчас надо, да, сразу сниматься с приема. 14-15. Бурбуринчинов подавал. Есть прием, и нужно атаковать, да. Молодец Марикянов Михаил. Не сильно накатил на край площадки заднюю линию. 16-14. Хорошая подача. Да, не без труда справились. Надо выиграть. Не ждал этот просто переходящий мяч Голоков Сергей. Александр Седунов на подаче. Пробил блок Михаил Марикянов. Да, и очень эмоционально празднует свое успешное действие. Да. Такие действия, да, сразу пресекаются судьями, чтобы не провоцировать. Ну туда сразу вот Своего профилактическая соперника, беседа, да. да, была проведена. Итак, смотрим. 17-15. Да, еще одно очко команде Якутии. Очередной тайм-аут, и видим, да, как Быстрее идите сюда, что вы? Ухаживайте. заряжена наша Вот, команда, смотрите. бодрилась. Там где, ну, они низко снимают, Команда. края очень низко снимают. Видишь, по локтям бьют. Ну, просто руки засуньте, и все. Да, сейчас необходимо в концовке партии держать свою эмоцию в руках, а то бывает в эмоции начинаешь подбивать мяч под себя,
Это уже ошибка будет трос, либо в эмоциональном состоянии подавать в аут. Это тоже сказывается. Это нужно эмоциональное равновесие, да? Да. Нужно, да, вот действительно. Сохранять концентрацию. Не переступать границу. Да. Посмотрим. Хорошая подача. Ух, Да, тут да. жалко чуть-чуть, да. Между рук пролетел мяч. Между рук Феоктистова пролетел мяч. Да, Дамдин Базарханов переиграл наш блок У него, в этом да, эпизоде. не такая уж сложная подача. Вот, уже начали ошибаться. Он, кстати, часто ошибается при подаче. При такой именно нервной игре. Ну, тут, в свою очередь, да, тоже Данил Бахитов ошибается. Да, Эмоции да. вливаются в ошибку. Нарастает у нас напряжение во Дворце спорта 50 лет Победы. Скидка. Нет, там на месте был Денис Стуков. Не долетает мяч, да. При 18-19. остается мяч. Вот. Ошибается либеро. Да, не лучшим образом Данил Лисачев в этом эпизоде сыграл. Ясен Жирготов берет тайм-аут. Вот видим, да, как Ясен подбадривает Данила Лисачева. Своего лидера. Ну, в последнем эпизоде мы помним, да, вот не лучшим образом он сыграл. И главный тренер, конечно, прекрасно знает, что в таких случаях, да, надо поддерживать своего подопечного. Что, собственно, Ясен делает. Итак, Александр Курдин на подаче все еще. Хорошо было бы сняться. Низко для Голокова. Но то да. Дарят нам 20-е очко. Действительно, подарили. В итоге не разберихи мяч. Да, этими ситуациями надо пользоваться 100%. Феоктистов подает. Хорошая подача получилась. Ух. Что, в поле? Нет. Аут. Да. Поверх блока нападал. Надо подавать в первую зону, в либеро. Кстати, чуть мяч не угодил в трос. Скидка тут не пройдет. Блок-аут. Хорошо сбахнул, да, Голоков Сергей от блока в аут. Здорово. 22-19. 3 очка преимущества у якутян. Уже плюс 3 в пользу команды Республики Саха-Якутия. Рискуют буряты. Да, увидел. Надо атаковать. Неудобный мяч. Блок на месте. Здорово. Ну что, 23-19. Не подстраховывают своего нападающего. Еще одна подача Феоктистова. Здорово. Молодец. Голоков Сергей достает сложный мяч. Остались без нападения. Надо воспользоваться данной ошибкой нашим игрокам. Попал. Нашел пальцы Голоков Сергей.
И сетбол у команды Республики Саха-Якутия. Здорово. Да, идет подача, Эйс. да? Да, прямо по линии укладывает мяч фехтистов Максим. Эмоциональная партия. Да, напряженная борьба получилась в этой партии. Да, ребята доказали, что могут играть без ошибок. Да, кстати, вот в плане брака, да, все намного лучше было. И у нас по партиям 1-1, дорогие друзья. Да. Сейчас надо, конечно, с хорошим боевым настроем выйти на вторую партию, выигрывать, и уже себя чувствовать уверенней. Ну, как мы видели, да, у нас, в принципе-то, с настроем, мне кажется, все в порядке. Вот порой даже приходилось судьям успокаивать, да, наших парней. Вот Михаил Американов, мы помним, после хорошего боя излишне эмоционально праздновал. Мощные атаки. Да. И судье вот прям пришлось, да, вот, подозвать вот Михаила, чуть-чуть успокоить. Ну да, с заряженностью у нас все в порядке. Главное сейчас, да, минимум ошибок. Сегодня хорошо справляется своими действиями либера команды Республики Саха-Якутия. Да, хорошо принимает, доводит. А то в предыдущих играх как-то действовал неуверенно. Ну, у нас вот либера у бурятов, да, вот Да. Кирилл. Вот подачи нужно действительно отправлять в эту сторону. Слабое звено. И у них и Базарханов неуверенно принимает. А, да, Байерто. Да, Бадараев. замена в команде Бурятия. Вышел третий номер Виктор Аносов. Это 2.06, центральный блокирующий. Самый высокий игрок в Да. составе Бурятии. Ну и можно, наверное, говорить о том, что он самый высокий вообще в принципе на этих соревнованиях. Да. 206. Парень буквально 2,5 года, говорит, занимается волейболом. Только вот вместе с этими ребятами. Ну и вот, собственно, он на подаче. Виктор Аносов. Ну, у него такая простая подача. Простая, но с заковыркой. Блок надо ставить в четвертую зону. Хорошо. Здорово. Оставляет мяч либера в игре. Здорово! Взгляд Базарханова Гагнида. Блок в действии. В третьей зоне. Эмоции выше крыши. Да, успевать надо сейчас отрабатывать передние линии и в нападении, и в блоке. Ну и тут у нас замена в составе команды Якутия. Максим Феоктистов вышел на площадку вместо Данила Лисачева. Смотрим. Да. Здорово. Смог, конечно, оставить данный мяч Буянтуев Аюр. Но, видать, сила удара не позволила оставить мяч в игре. Да, на повторе видим то, что не среагировал игрок команды Бурятии в этом эпизоде. Да, вот это самое правильное решение. Молодцы. Данил Бахитов после неудачного приема бурятов сразу решил атаковать. Сложный переходящий мяч был по высоте. Он справился хорошо. Немного не хватило Голокову Сергею смягчить нападающий удар. А так вот в этих трех эпизодах блок хорошо сработал, смягчил все три удара от Седунова Александра. Фурборинчинов на подаче. 1-3. Работает блок бурятов.
Посмотрим, что они придумают в этой атаке. Но наш блок тоже на месте. Да, и тут Александр Курдин ошибается при попытке сделать скидку. Михаил Мерикянов подает. Так, ну тут в поле показывают судьи. Хорошо приложился Базарханов. Да, сильно по линии. Да. Александр Седунов на подаче. И да, вновь Данил Вахитов. Здорово атакует. Прошил вот Да. этот двойной блок. По краю блока прошелся. Ну, решил не рисковать. Да, тут, конечно, Дамгин Базарханов шансов не оставил. Выпрыгнул и прям колотил этот мяч. 4-й номер Бурятии. 204 сантиметра роста у этого молодого человека. Ошибка. Ошибку, да, допускает Михаил Марикянов. Досадно. 4-5. Очередная подача от Дамгина. Ошибается. 6-4. Так, Максим Феоктистов готовится подавать. Есть позитивный прием. Ошибается Курдин Александр. Сюда 2 ошибки подряд у Александра Курдина. По диагонали хотел он, конечно, впечатывать. Сейчас надо, наверное, держать 4-ю зону. Да. Это Виктороносов. Да. Ну, увидел он пустую зону. Не сильно, но эффективно. Да. Александр Курдин. Остается мяч в игре. Ну, туда. Ошибается Ренчинов, Турбо. 3 очка преимущества у команды Якутии. Ну что, веселый волейбол у нас идет. Да, бескомпромиссная борьба между командами. Так. Это уже не точно, конечно, атаковал Аюр Буянтуев. В аут отправил мяч. 9-4. Сергей Голубов на подаче. Скидка. Повыше надо скидывать через высоченный блок. Да, учитывая вот средний рост, да, команды Бурятии. Да, на сей раз Аюр Буянтуев точен. Также по диагонали. Сильно и точно. Благодарит своего связующего за хорошую передачу. Сейчас надо сразу зарабатывать очко. Хороший прием. Ну тут да, передача К сожалению, неточная. ошибается 5-й номер. Ну, тут Ясен Жирготов берет тайм-аут. 2 очка преимущества у якутян.
Давай, одну забьем. Я говорю, на высоте туда, блин, под 9 метр. А ты заряжаешь и хочешь сунуть. Ясно? Ну, на полные противоположности, да, у нас Айсен Жирготов и Бато Сыхеев. У нас Бато более экспрессивный такой тренер, да, в случае чего может и гайки скрутить, да, пару ласковых высказать, ну, пожестче, да. Айсен Жирготов Да. у нас спокойно работает, Айсен. Настроиться надо на хороший прием. Ваут. 10-7. Пара ребят часто ошибаются. Можно выделить и Базарханова ошибается, и Буянтуев ошибается. Есть прием. Да, тут вот эту зону вот увидел Александр Седунов и сразу же атаковал. Зряче. На подаче Виктора Носов. Да. Здорово, Игорь. Михаил Мярикянов. Хорошо попал по темпу. Не успевал крайний блок подняться, перенести руки. Что ж, 11-8. Хороший прием. Блок нужен. Ну тут да, свою очко выиграли. Касание блока фиксирует судья на вышке. Бурборинчинов на подаче. Да, атаковал Александр Курдин. Ну, Подарок. 12-й подарок. Сам смеется. Видать, не понял. кажется, удивлен больше нас, да? Да. А так мог, конечно, засадить прямо Да. в первую линию. Второй метр хотя бы. Повезло. Просили, да, как говорят в этом случае. Богдан Мальцев. Здорово! Нырнул мяч прямо перед либеро команды Бурятия. Да. Еще раз надо туда подать. Там как раз стоит тоже Буянтуев, Аюр. Между ними, да, вот мяч не доводится. Так, очко присуждается бурятам. Сетку задевает Максим Феоктистов. Хороший прием. В очередной раз не успевает блок. И снова Данил Вахитов. И снова результативно. Так, замена. Данил Вахитов отправляется на скамейку. Вместо него выходит Сергей Голоков. А на подаче у нас Игорь Акаемов. Да, пробивает блок. Так, и Айсен Жиркодов возвращает на площадку Данила Вахитова. Дамдин Базарханов на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Прием. Очень динамично разыграли эту комбинацию якутяне, но бдительны буряты. Попытка скинуть. Играем дальше. Вторая. Здорово! Для этого он и вернулся на площадку.
Идут атаки у Данила Вахитова. Раз за разом вот здорово атакует. Да. Ну, в этой расстановке, конечно, надо его максимально тоже использовать, так как в передней линии стоит связующий во второй зоне. Хорошая подача. Да, но тут в поле. Самый угол. Через маленького бьет нападающий бурятской команды. Александр Курдин на подаче. Здорово! Голоков Сергей. Да, и буряты берут тайм-аут. 4 очка. Преимущество у якутян. Сзади линии все время вы все падаете назад. На ногах работаете, на ногах встречаете. Где, я тебе сказал, 12 номера никогда он не бьет прямо. Он сильно уводит от себя влево. Сильно уводит. Линию оставляете, вы больше туда. И ты выходи оттуда. Линию. Ну, как я понял, Бато Сыхеев вот со своими подопечными разбирал вот игру Данила Вахитова. Что нужно противодействовать им, конечно, этим атакующим действиям. Сергей Голоков на подаче. Не самый лучший прием без атаки. Сыграли буряты. Зато атака может пройти у нас. Это Михаил Мерикянов. На разорванном блоке отыграл 17 очко. Замена связующих команды Бурятии. Итак, 17-12. Да, не справились с этой атакой в исполнении Аюра Буянтуева, извиняюсь. — 13-17. И вновь Михаил. Мерикянов хорошо разыгрался, да. Сейчас надо тоже максимально использовать вот этих двух доигровщиков, что и Вахитова, что и Мерикянова. Игра пошла. Да, вновь возникают проблемы у бурятов с приемом. Это приводит к тому, что якутяне записывают еще одно очко в свой актив. 19-13. И еще один тайм-аут. Ну тут, конечно, да, бурятам надо уже предпринимать, да, какие-то уже активные действия, чтобы вот цепляться за эту партию. Да, застаиваются ребята при приеме. Меньше стали двигаться. Ну и на ваших телеэкранах Иван Потапов готовится вам подавать. Капитан сборной команды Якутии. Да, хорошая подача. Да, не удалось справиться, да, с этой атакой. Это казалось бы, то, что атака-то не самая такая сильная была. Да, просто не были готовы к этой атаке. И Виктор Аносов готовится подавать. Самый высокий игрок данных соревнований. 2 метра 6 сантиметров.
Так, есть прием. Здорово! Вот это да! Здорово укладывает уже который раз Михаил Марикянов мяч по линии. Ну, смотрите на повторе, да, вот. Ну, кураж поймал, да, Михаил? Колотил по линии. Здорово. Все, снова отведенный прием. Да, проблемы с приемом у бурятов. Опять мяч Ну. не доводим до связующего. Да, мы тоже без атаки тут. Поспешил на мяч Лакитов Данил. Блок. Ай-яй-яй. Это Сергей Голоков. Курбо Ринчинов на подаче. Есть прием. Ну, тут не разбериха. Но стоит Обидно. сзади в шестой зоне либера. Он мог отыграть мяч. Да, вот бывают ситуации такие, и притом неоднократно. У нас 4 очка отрыва. Играем, мы Когда побеждаем. особенно мяч первый пролетает связующему, Делайте свою работу. он пасует, а либо доигровщик, либо игрок задней линии не знает, кому дать пас. Наши ребята допускают, да, вот и ребята в команде Республики Бурятия допускают такие же ошибки. Ну, это, конечно, игровая практика. Сейчас максимально надо использовать эту ошибку. Молодец. Да. И вновь Данил Вахитов, который раз уже выпрыгивает и обыгрывает блок. Марикянов на подаче. Так, ошибаются буряты и 22-16. Курдин Александр допускает ошибку. Еще раз надо подать в шестую зону на 5-й номер. Много ошибается Курдин. Да. 23. 16. Да, и вновь подача, конечно же, летит на Баярто Бадараева, у которого прием слабейший в этой команде. И все прекрасно это понимают, и, конечно, мячи отправляются в его зону. Но тут, в свою очередь, ошибается и Аюр Буянтуев. Да, полетела подача у Михаила Марикянова. Да, и со счетом 25-16 завершается вторая партия. 2-1 по партиям в пользу Якутии. Ну что, но вторая партия получилась, да, прям очень-очень Сегодня напряженной. ребята вышли с очень хорошим боевым настроем по сравнению с первой и со второй игрой. При такой, если бы они вчера продемонстрировали такую игру, то запросто бы выиграли. Не успеваешь? Ты играешь сам у себя в тройку. Ты для чего существуешь? Скажи мне. Ну и разбор полетов. Ты должен принимать за двоих, за ты. Тут, конечно, да, Батусухеев персонально к Баярто Бадараеву обратился. Айсен Журготов, как всегда, очень спокоен. Хотя на площадке Айсен
Конечно, да, эмоциональный тоже игрок. Всегда вот у него горит огонь в глазах. Всегда бывает очень заряженным, но в качестве вот тренера совсем другой человек. Да. Ну, с молодых ребят, наверное, только надо и подбадривать. Подбадривать, поддержать. Даже если они ошибаются, то можно и вообще так накричать. Не, ну если сильно отругать, да, психологический настрой можно сбить. Да, скидка в пустую зону. Проглядели этот момент. Грамотно играет Зеленов Александр. Хорошо видит поле. Блок надо ставить, да, молодцы, справились с этой ошибкой. Тут вынуждены без атаки переводить мяч. Ошибка у Курдина Александра. Смотрим на повторе. Да. Что-то не идут дела у 12 номера. Команда Бурятии. Ух, хорошая подача. Хорошая подача, да. Оставляют мяч. Уж Здорово. надо усложнить. Двойку. Да, и опять Да. сбрасывает мяч Седунов Александр. Итак, еще одно очко записывает свой актив Буряты. 3-1. Потерял мяч из виду Иван Потапов. Да. Марикянов Михаил. Ну, Михаил Марикянов тоже, да, разыгрался. Да, разыгрался. Ага. Ровно попадает под темп передачи. Ну как тут здорово по линии расстрелял Михаил. Ошибаются буряты. Там, как я понял, вновь Александр Курдин, кажется. Вот, Сейчас да, нашим ребятам надо максимально напрягать ситуацию хорошими акцентированными нападающими ударами при минимальной своей ошибке. Да, вновь неудачно действует буряты в приеме. При приеме, и Якутия записывает 4-е очко. И мы выходим вперед на 1 очко. Михаил Марикянов на подаче. Так, на сей раз с приемом все в порядке. Блок на месте. Оставляем мяч. Да, здорово. Очень Ну, неудобно на самом деле, да, Да. вот как-то передача была, но удачно все сложилось для нашей команды. мяч летел за антенну. Не растерялся Вахидов Данил. 5-3. Ух, ну тут что-то, Эмоции да, зашкаливают. больно сильно получилось. Дамдин Базарханов на подаче. Посмотрим на его подачу. Есть прием. Чуть-чуть не хватило, чтобы мяч попал в поле. Да, Буквально сантиметров 10, наверное. в угол метил в этом эпизоде. Молодец. Да, справились. Да, подстраховали друг друга. Блок нужен. Блок на месте. Так, тут неразбериха на площадке. Надо сняться с этого мяча. Так, ну от блока в аут. Аут. Нет. Нет, все-таки от блока в аут. Очко. Очко команде Якутии дают. Ну, давайте попробуем разобраться с помощью видеоповтора. Таймер, к сожалению, не видно мяча.
Но во всяком случае, да, очко дали нашей команде. И Данил Вахитов. Справляется с приемом, да, Седунов. Так, есть Голоков. прием, и здорово! Находит брешь между стыком двух блокирующих. Хороший нападающий удар. Да, вот таких бы ударов побольше. Да, ошибка при подаче. Снова ошибается Вахитов. Ну, Данил. кстати, до этого момента вообще на протяжении всей второй партии, да, подачи-то шли. У нас Да. ошибок вообще не было практически на подачах. Но вот сейчас жаль, да. Но тут еще при приеме у нас возникают трудности. Да. Счет равный 7-7. Итак, смотрим. Так, на сей раз прием есть. Без атаки переводит мяч буряты. Первый Здорово. темп. Максим Феоктистов забивает 8-е очко. Не успевает подняться блок команды Бурятия. Еще одно очко записывается. Прямо в угол площадки попадает мяч. Еще надо повторить, да, мяч в пятую зону. Поменял направление. Не ждет мяч Голоков Сергей. Стоит с опущенными руками в защите. Ну тут, да, конечно, только дай возможность. И вот такие рослые ребята, как, например, вот Аюр Буянтуев, конечно, они мигом вот прям вколотят мяч. Да. А это Александр да. Седунов. То есть не надо давать игрокам раскрываться. Надо максимально блокировать. Либо поднимать мячи после таких атак. И опять же не успевает на пас Голоков Сергей. Хорошо, что нет атаки. Но на этот раз двойной блок закрывает Голокова Сергея. Да, Пурбо Ринчинов успешно сыграл в блоке в этом эпизоде. Видели Снова в этом. опять атака на двойном блоке. Ну, сейчас справился. Не стал сильно нападать. Так, переводит мяч бурят. И неплохо было бы сейчас, да, провести свою атаку. Скидка. Ну, а почему нет, да? Седунов решил Да, атаковать. подключение Вахитова. К сожалению, ошибается Вахитов Данил. Да, счет становится при счете 11-9 в пользу команды Бурятии. Тайм-аут берет Арсен Жерготов. Ну, упустили, да, вперед соперников? Да, пропал. Дважды не стал атаковать Голоков Сергей. Ошибся при нападении Вахитов Данил. И это все сразу сказалось на результаты четвертой партии. Да, вот у нас Высоты не хватает Голокову, чтобы хорошо нападать. Опять ошибка связующего. да, 12-е очко у бурятов. Сами проигрываем партию. Блок сейчас нужен хороший. Да, тут, конечно, очень точно Аюр Буянтуев. Через Потапова Ивана бьет А, нет, не Буянтуев, это Седунов. Да, Седунов атакует. Но он тоже не маленького роста.
Кстати, да, 194. Да, 194. Так, Денис Стуков. Ну что, неплохо было бы сняться с подачи. Да. Смотрим. Вот. Да, здорово. Хватило высоты. И то чуть-чуть вот можно было еще чуть выше дать пас. Замена в составе команды Якутии тем временем проходит. На площадку вернулся Михаил Нариканов вместо Богдана Мальцева. Сейчас надо догонять. Хороший блок. Да, вот ошибаются буряты. И Ошибка от либера. ну что ж, и потихоньку сокращается отставание в счете 11-13. Да. Первый брейковый мяч у команды Республики Саха-Якутия. Еще раз отрабатывает блок. Еще раз четвертую. Надо поднимать. Да. Досадненько. Вот раз за разом, да, заряжает на Александра Седунова. Да, потому что основной забойщик. Вот тут. Да, не повезло с рикошетом. Итак, 14-11. Да, но тут без шансов. Ух, тут неудачно, кажется, приземлился, да, Михаил Мирикянов. Или блокирующий наступил на ногу, или как сказать. Ну, хорошо, что не подвернул. Да, я думаю, что все обойдется. Да, надеемся, что это обойдется, да, без повреждений, травм. Тем временем Да, ошибка при подаче. Ошибается Иван Потапов. Вот сейчас слежу за Михаилом, да. Корчится от боли, но если он остается на площадке, то, в принципе, значит, может он играть. И да, тут неудачный прием. Да. Ренчинов Курбо выигрывает очко с подачи. Так, ну нужно догонять. 13-16. Сейчас как раз хорошая высокая на передней линии высокие игроки у команды республики. Максимально надо использовать и атакующие возможности, и защитные возможности. Поднимать мяч от блока. Молодец. Здорово. Мяч остается в игре. Чуть-чуть не хватило Стукову Денису перебросить мяч. Был близок. Итак, у нас на подаче Денис Осетров. Смотрим. Так, ну тут ошибается. Ну, это много результативных ошибок. Курдин Да. Александр, да, ошибся. Бывает. Ошибается он при передачах. Что, 15-16? Надо держать подачу. Ну куда? Ну, это, конечно, за такие ошибки тут моментально наказывают. Да. Подарок. Это, конечно, эмоции. Всегда на площадке хочется сыграть аккуратно. Ух ты! Пушка Всё от в порядке с Михаила ногой у Марикянова. Взлетел и зарядил-то как прилично, да, по диагонали. Здорово. Хорошо сегодня атакует. Итак, 16-17. Да, сейчас надо подачу держать. Молодец. Блок. По пальцам мяч прошелся.
Молодец. Здорово. Да, блок не успевает пристроиться. И Сергей Голоков тоже, да, сегодня? Сколько уже забил? Он сыграл все встречи. Есть прием и неточная атака. Да. Ну что, догнали, перегнали. Стуков Денис ошибается. Вперед вышли якутяне. 18-17. Да. Хорош. Аут. Потерял скорость Базарханов Дамдин. И мяч оказался у него практически за спиной. Так, ну и Батал Сахеев, главный тренер команды Бурятии, берет тайм-аут. Ты на блок пришел, руку убираешь, я понять не могу. Да, нашей команде надо сейчас дожимать в концовке партии. Вы раньше времени стартуйте на блоке. Когда на Держать, главное, сейчас подачу Они прыгают за ним еще. Феоктистову Максимову. И Успевайте. выставлять грамотный блок. Успевать. Да, тут, конечно, хотелось бы, да, максимально дольше вот держать подачу. Да. Плюс 2 у якутян. Как раз хорошо летит подача у Михаила Американова. И хорошая передняя линия у нашей команды. Да, нужно Нормально, да. Мяч. извлечь максимальную выгоду из этих обстоятельств. Вот. Так, в поле. Мяч. Да, в поле. Блок улетает в поле. Но не согласны с этим решением, да. Представители команды Бурятии апеллируют, разговаривают с судьей на вышке. Поэтому надо, чтобы не было таких спорных ситуаций. Нашим надо выигрывать с большим отрывом. Да, чтобы не возникало, да, партии, вот да. вопросов, разговоров, что если бы, кабы. Да, но тут, к сожалению, да, перелетел мяч. Есть. Начинает нервничать Михаил Мариканов в таких Дамдин сложных ситуациях. не ошибается тоже Дамдин Бадарханов. 21-18. Да, у него вроде подача не сильная, но он тоже часто ошибается. Не только в этой игре, и в предыдущих играх тоже допускал ошибки. Игорь Каемов на подаче. Блок. Да. Аут. Аут. 22-18. Держать надо все равно, да. Рано еще радоваться. Доигрывать партию до конца. Ну тут да, конечно, нужно каждую секунду, да, вот сохранять максимальную концентрацию. Да, 4 очка преимущества, но надо вот уже настроем напором доигрывать. Сейчас тренер бурятов Батал Сахеев, конечно, попытается, да, оживить свою команду, но настроить. Так, ну, а команда Якутии, в свою очередь. Да, ни в коем случае сейчас не надо расслабляться. Да, наши парни очень, как всегда, вот очень заряженными вышли на площадку. Ну что ж, надо держать подачу. Игорь Каемов. При счете 22-18 возобновляется наша игра. Сейчас она будет пас в четвертую зону. Без атаки. Ох! Отыграть максимум. Да, молодец. Готовить атаку. Молодец. Ай, молодец! Да. Как здорово! Разобрался-то. В стиле Сергея Гранкина. Да, у Ивана Потапова есть в связующих действиях
резкий сброс. Не первый раз увидели. Да. Да, здорово. Держим подачу. Так еще и без атаки, да, получили мяч на свою половину. Но вот сейчас, конечно, будет организована атака у бурятов. Скидка неточная. 24-18. Искал пальцы Курдин Александр. Но мяч отправил. Да, сегодня очень тоже много ошибок допустил Курдин Александр. Сетбол. Да, пошла подача. Ну, ничего. Но тут, конечно, на высоте Айор Буянтуев. Что надо стараться сняться с подачи. Да, у Курдина не такая уж и агрессивная подача. Надо максимально, может, подбить вверх. Главное, чтобы не ошибиться. Ну, в предыдущей подаче мы поняли, что Курдин допустил ошибку как раз. Ну что? Отработать максимальный прием. Молодец. Здорово! 25-е очко выигрывает команда Республики Саха-Якутия. Выбегает вся команда на площадку. Выбегает и вместе со своими подопечными Айсен Жирготов. Ну что, замечательную игру нам подарили спортсмены, за что мы их, конечно, благодарим. Молодцы ребята, конечно, поздравляем мы. Да, порадовали своих болельщиков. Молодцы, ребят, еще раз хотим поздравить с победой очередной. Да, это, кстати, у нас третья победа. За красивую игру. Да, таким образом в активе якутян сейчас 3 победы и 1 поражение. Ну, мы, конечно, еще вот изучим, да, таблицу, и мы, конечно, обязательно изучим информацию, но это уже завтра, дорогие друзья. Итак, у нас 3-1 одерживает победу команда Якутии. 18-25, 25-19, 25-16 и 25-19. Еще раз поздравляем ребят и Айсена Жирготова в частности. Ну что ж, дорогие друзья, увидели мы замечательный волейбол, замечательные матчи. Завтра напоминаем, что трансляцию мы возобновим в 14:30. 14:30 у нас стартует трансляция. Посмотрим матч Якутии против Хабаровского края. С вами волейбол смотрели Власий Сергеев, а также Янис Ефимов. Ну что ж, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире. Любите волейбол. Компания «Денежный поток». Более 15 лет на рынке. Индивидуальный подход. Оформление займа онлайн. Без поручительства и залога. Филиалы по всей республике. Компания